эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. На ликвидацию последствий весеннего паводка из резервного фонда правительства России в Якутию направят 587 миллионов 304 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. О том, какие сроки и в каком размере пострадавшие получат помощь, в целом, как идут восстановительные работы после природной стихии, мы поговорим с гостем нашей студии. Это ведущий инженер по подготовке производства исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Якутии Марина Карпенко. Марина Равхатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот напомните вначале, в каких районах сколько человек официально признано пострадавшими от паводка, от стихии? Так, ну, на данный момент это 15 муниципальных образований. Это порядка 5000 человек. В данное время у нас еще Аймиконский район. Там порядка 190 человек. И село Аргахтах Среднеколымского района, там не так много, около 50 человек. Вот постановление вышло, собственно, Дмитрия Медведева. В какие сроки эти средства должны поступить в республику? Постановление вышло 6 августа. Правительством Республики Саха-Якутия подготовлено своевременно распределение этой суммы. Оно вышло у нас от 8 августа. То есть, как только деньги поступят в наш Минфин, то они будут тут же распределены согласно этому распоряжению. Но деньги мы ожидаем буквально вот со дня на день. А как будут распределяться эти средства? То есть, какая из них часть пойдет гражданам в виде материальной помощи? Из этой суммы 236 миллионов 930 тысяч – это деньги, которые будут направлены гражданам на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи за утрату имущества. Это почти половина? Да, почти половина. А остальные деньги направятся на... Остальные деньги они пойдут на аварийно-спасательные работы и неотложные аварийно-восстановительные работы, соответственно. А от чего зависит размер материальной помощи? Ну, размер материальной помощи, во-первых, зависит от размера утраченного имущества, допустим. Когда у человека утрачивается имущество частично, то сумма, соответственно, у него будет 50 тысяч на человека. Когда он утрачивает имущество полностью, то 100 тысяч на человека. А единовременная материальная помощь, она выплачивается вне зависимости от имущества. То есть на каждого пострадавшего человека это по 10 тысяч на человека. Вот говоря про пострадавшее имущество, то есть, я так понимаю, проходили люди какие-то подтверждающие документы, Да, у них конечно. есть какие-то экспертизы проходили. Как это проводилось? Или проводится до сих пор, может быть? Да, ну проводится. Пострадавший гражданин, он обращается с заявлением в свою администрацию об оказании помощи. Администрация принимает это заявление и направляет комиссию, которую она образовывает, на обследование жилого дома и утраченного имущества. Составляет акт обследования и, соответственно, принимает заключение, в каком размере ему будет оказана помощь. И также он определяет степень утраты имущества, частичная или полная. А есть ли вот такие граждане, кто документально не смог пройти вот эту проверку, возможно? Да, конечно, таких граждан у нас очень много, но это в основном граждане, которые не имели регистрации по месту жительства. Таких граждан очень много, они имеют право обратиться в суд, установить право на получение той или иной помощи по решению суда. А сколько таких судебных дел, может быть, уже кто-то подал в суд? Ну, по информации администрации, около 200 граждан уже обратились в судебные инстанции, ну и общее количество, такое прогнозируемое, около 700 человек. Вот мы говорили про регистрацию, а что делать тем, у кого имущество пострадало, но оформлено в собственность не было? Ну, единовременная материальная помощь и финансовая помощь за утрату имущества, она как бы не зависит от того, оформил гражданин имущество собственности или нет. Он зависит только от его заявления и от регистрации по месту жительства, фактического проживания. Ну вот, в принципе, это не первый случай, да, когда в Якутии было такое, ну, условно, колоссальные Да, последствия. Как в этом году обстоят дела вот с оказанием помощи по сравнению с предыдущими подобными ситуациями? Ну, последний паводок такой крупномасштабный у нас был в 2013 году. Правительство республики на своем уровне старается оказать помощь пострадавшим гражданам своевременно и, возможно, короткие сроки. Допустим, в данное время около 70 миллионов рублей было выделено только за счет резервного фонда правительства Республики Саха-Якутия. То есть вот именно на 15 пострадавших районов. Вчера было подписано распоряжение по оказанию помощи Аймиконскому району. То есть граждане в ближайшее время получат эту материальную помощь. И лежит на оформлении еще распоряжение по оказанию помощи гражданам поселка Аргахтах.
То есть правительство старается оказать как можно быстрее эту помощь. Ну, я думаю, еще стоит затронуть вопрос именно финансовой помощи. То есть сейчас мы говорим про резервный фонд правительства Российской Федерации, но до этого также помощь оказывалась в том числе из резервного фонда республики. Какую помощь вот из других нефедеральных источников получили пострадавшие, может быть? По линии Минтруда я знаю, что ведется работа по оказанию помощи гражданам. Потом у нас есть безвозмездные поступления, тоже как бы оказывается помощь, ну, помощь строительными материалами и так далее. Дети отправляются на отдых в лагеря. Ну, то есть работа правительства, она как бы колоссальная, поэтому никто в беде у нас не остается. Ну вот и тоже говоря про паводок, стоит напомнить про замечательный момент, что очень множество людей откликнулись на призыв о помощи пострадавшим. Проводилось и благотворительный телерадиомарафон на нашем телеканале, в том числе были собраны также средства благотворительные, их как и куда они были направлены, также на помощь или на восстановление. Нет, скорее всего на помощь, но распределением вот этих средств занимается уже другая структура, поэтому точно сказать, какие суммы и куда были направлены, ну, как бы я не могу. Ну Вот, да, но обычно беда у нас одна общая, соответственно, республикой мы помогаем всем. А вот касательно северных районов, вы начали вот вкратце говорить, можно как-то подробнее рассказать о том, как там будет оказываться помощь северным районам? 4 северным районам помощь также была уже оказана в бюджет республики, и они, вот эти 4 района, они включены в вот это вот распоряжение, которое вышло. То есть они тоже получат своевременно помощь, как и остальные районы, которые начало топить еще в мае. Вот какой совет вы можете дать жителям пострадавших от паводка населенных пунктов, чтобы минимизировать риски, не дай бог, да, случится подобная ситуация, минимизировать риски в будущем? Какие-то советы? Граждане, которые живут в прибрежной зоне, должны быть готовы к наступлению паводка опасного периода. Ну, это, соответственно, поднимать имущество первой необходимости повыше, там, вывозить его по возможности. Домашних животных тоже на возвышенное место обязательно нужно как-то отгонять, чтобы не было потом урона. И хотелось бы еще сказать о страховании имущества. То есть выплаты единовременные финансовые за утраты имущества, они не зависят от страховых выплат. Ну, то есть, если гражданин застраховался имуществом, он еще дополнительно еще получит, соответственно, выплаты. Тут стоит упомянуть изменения. Был подписан недавно закон тоже по поводу страхования и при ЧС. Да. То есть сейчас, если застраховать свое имущество, то получается и страховка, и компенсация от Да, государства. конечно. 2 вида помощи. Марина Равхатовна, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на интересные, очень важные вопросы, проинформировали нас. Я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.